Британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Бахрейна. Второй результат показал Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку лидеров замкнул его сокомандник таец Александр Албан. Россиянин Данил Квят из Альфа Таури финишировал 11-м. Напомним, на предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало 7-м в его карьере. В общем зачете британец набрал 332 очка. Вторым идет его партнер по команде финн Вальтери Боттас, у которого 201 балл. Третье место занимает Ферстаппен, на его счету 189 очков. Следующий этап Формулы-1 пройдет также в Бахрейне с 4 по 6 декабря. Россияне завоевали 2 медали в заключительный день этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Финляндии. В гонке преследования свободным стилем на дистанции 15 километров второе место занял Александр Большунов. Победу праздновал норвежец Йоханнес Клеба, опередивший россиянина на 0,7 секунды. Третьим финишировал еще один представитель норвежской команды Эмиль Иверсен. В гонке преследования свободным стилем на 10 километров среди женщин также второе место заняла Татьяна Сорина. На 47 секунд россиянку опередила норвежка Тереза Ехаук. Тройку лидеров замкнула шведка Эбба Андерсон. Следующий этап Кубка мира пройдет в Швейцарии с 12 по 13 декабря. Нурсултанский Борис со счетом 2-1 выиграл у московского «Спартака» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей отличились Кертис Волк и Якоб Лилья. Единственную шайбу гостей забросил Сергей Широков. Казахстанские хоккеисты смогли прервать серию поражений в лиге, которая составила 5 матчей. В данный момент они располагаются на 9-й строке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 27 очков. Красно-белые идут шестыми на Западе, имея в активе 34 пункта. В следующем матче 1 декабря Борис на домашней арене сойдется с Сочи, а «Спартак» в тот же день в гостях сыграет с Новосибирской Сибирью. Футболисты московского «Спартака» на своем поле одержали победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Александр Кокорин и Самуэль Жиго. Красно-белые прервали серию из 3 матчей без побед и вышли на 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В их активе 32 очка. Лидирует по-прежнему Санкт-Петербургский «Зенит». Следом на второй позиции идет столичный ЦСКА. У обоих клубов также по 32 пункта. Волгоградские футболисты занимают последнее 16 место, набрав 8 очков. В 17-м туре «Спартак» на своем поле примет Тамбов, а «Ротор» отправится в гости к Краснодару. Обе встречи пройдут 5 декабря. Перейдем к событиям нашего региона. Гол Артема Соколова принес победу столичному Чертаново над нижнекамским нефтехимиком в матче 25-го тура футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Якутянин отметился результативным ударом на 89-й минуте после выхода на замену. Напомним, Соколов является воспитанником якутской детской команды «Пульс», в составе которого он становился победителем республиканских и всероссийских турниров. Затем полузащитник перебрался в Чертаново, где, выступая за молодежную команду, выиграл юношескую футбольную лигу и стал ее лучшим игроком сезона. Начиная с этой кампании, якутянин выступает за основную команду клуба ФНЛ. Якутяне одержали 3 победы во второй соревновательный день чемпионата России по боксу. Турнир проходит в Оренбурге. В весовой категории до 52 килограммов Евгений Мартынов выиграл у Шандура Иваненко из Ростова. Эта победа стала для якутянина второй на этом турнире. В четвертьфинале он сразится с Артуром Нагопетяном из Москвы. В этой же весовой категории свой первый бой провел Василий Егоров. Лидер сборной одержал уверенную победу над Баиром Батлаевым из Бурятии. В следующем поединке Василий встретится с призером молодежного чемпионата Европы Максимом Стахеевым. Также с победы на турнире стартовал Назар Андреев, выступающий в весе до 75 килограммов. Якутский боксер оказался сильнее Артура Резванова из Югорска. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!